Накануне состоялся старт недавно объявленного Музеем изобразительных искусств Ингушетии благотворительного пленера «От сердца к сердцу». В качестве гостей на мероприятии побывала и наша съемочная группа. Так давайте скорее смотреть. Неравнодушие людских сердец – это, пожалуй, главная ценность нашей жизни. Каждому человеку, а тем более ребенку, важно почувствовать в сложной ситуации руку помощи и поддержки. И каждый из нас может творить добро, стоит только захотеть этого. Благотворительный пленэр «От сердца к сердцу» провел Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия. Работы участников будут представлены на выставке продажи, а вырученные средства организаторы направят на поддержку школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, отметила Ася Евлоева. Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия много работает с детьми с ограниченными возможностями, и поэтому нам очень знакомо, какой все-таки заложен богатый творческий потенциал у этих детей. И поэтому у нас возникла такая идея объявления такой акции «От сердца к сердцу». И эта акция поможет детям с ограниченными возможностями развить свои способности. И мы к этой акции привлекли наших известных художников Республики Ингушетия. Она была объявлена для всех, и очень отрадно, что очень многие художники откликнулись на наш призыв поучаствовать в этой акции. Для плодотворной работы художников куратор мероприятия, заместитель директора Музея изобразительных искусств Республики Ингушетия Ася Евлоева, заведующий филиалом Абдулла Цуров и экскурсовод филиала Айшат Хабриева подготовили все необходимые условия. Для благотворительности якобы, мы решили тоже художники участвовать в этом деле, написать по несколько работ и отдать им. Они, чтобы распродадут эти работы населению, а вырученные деньги в пользу этих детей, чтобы согласились с этим, собрались, организовались. Доброе дело это всегда позитивно и для души, и для тела. Я поэтому стал, наверное. Вот, откликнулись наши художники. Благотворительная организация, вот мы решили принять в ней участие. В любом случае благотворительность это во благо и нам, и детям, и, по-моему, всему народу. Считаю, что это очень хорошая идея, затея. Музей там и нам место обеспечил для нас, где переночевать, где посидеть, поесть и все остальное. Так что вся основная нагрузка легла на наш музей изобразительных искусств, который находится в Карабулаге. Умение работать с живой природой говорит о высоком мастерстве художника, поэтому нас особенно порадовало, что наряду с нашими именными профессиональными художниками, как Хож Ахмедом Имагожевым, Баширом Даурбековым, Батыром Картоевым, которые многие годы выезжают на пленеры и пишут с натуры, также с мастером ДПИ и живописцем Аюпом Цуроевым, которые выезжают в самые разные уголки Ингушетии, где сама природа подсказывает ему сюжеты картин и композиции из дерева. Выехали художники, сравнительно недавно открывшие в себе талант живописцев. Это Марина Хачуварова и Алихан Паров, которые впервые выехали на пленэр, и, надо сказать, их дебют очень успешен. Дали нам возможность выйти на пленэр, обменяться опытом, взять мастер-класс у более опытных художников. Музей изобразительных искусств организовал
этот пленэр, выезд художников сюда в горы, чтобы мы сделали картины, причем музей приобрел холсты. Цель такая, благотворительная. Эти картины будут выставлены на продажу, а вырученные средства будут детям-инвалидам переданы. Ну или что-то купят им. То есть это такой хороший гуманитарный шаг от Музея изобразительного искусства. Пленэр доказал нам, что лучший способ борьбы с осенними холодами – большая дружеская компания, творчество, ну и, конечно, совместное доброе дело. Благотворительный пленэр – это прекрасная возможность для всех художников не только показать свой талант через красоту горной Ингушетии, но и протянуть руку помощи и поддержать детей. Лейла Кучбарова, Ибрагим Погоров, Тамила Ажигова. Утро Ингушетии.